Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вас ждет в ближайшие часы, в ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками укладывают, что сейчас от нас скрыто, это очень желаю услышать и узнать. Так, мои хорошие, цыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. В самом корне рисунка нам показывают вас. В левой руке у вас кувшин, а в правой руке у вас полумесяц. Это очень сильные знаки. Знаки интуиции, знаки здоровья, знаки получения интуитивным путем всяческих благ для себя. В ближайшие несколько часов, либо несколько дней, а может быть и часов и дней, вас будет вести ваша интуиция. С вами будут происходить разные странные вещи. Вы и сами себе будете задавать вопрос, почему я делаю это, но не делаю того. Либо почему я поступаю так, откуда у меня эти мысли, зачем вообще я что-то делаю. Сами себе ответа давать не будете, но при этом у вас все будет получаться, потому что полный кувшин в левой руке говорит о том, что у вас все получится. И то, что вы по судьбе должны получать, вы точно получите. Ведет вас в правой руке полумесяц. Это ваша интуиция ведет. Смотрите, за что бы вы ни взялись, что бы вам в голову не пришло, чем бы вы ни занялись, для вас все будет успешно, будет заканчиваться очень положительным результатом. У нас сейчас идут очень сильные дни, очень многое меняется в пространстве, в космосе. Вот, ничему не удивляйтесь, идите по следам своей интуиции, да? Идите туда, куда вас интуиция зовет. Все, что в голову приходит, все это реализуйте, все это делайте. Не задавайте лишних вопросов, не пытайтесь в этом разобраться. Все будет происходить ровно так, как вам положено, как отпущено. Все, что вы сделаете, все, что вы начнете, все, что вы закончите, для вас обернется очень большим благом. И еще кто-то из вас, кто очень долго страдал от какого-то состояния души либо тела, ну какая-то болезнь, да, души либо тела, интуитивным путем поймет, как себя исцелить, либо что предпринять, кому пойти, кому обратиться для того, чтобы получить этот полный кувшин. То есть это исцеление. Полный кувшин — это здоровье, это стабильная энергетика, это прекрасное самочувствие. И также это долголетие. Вот он у вас, полный кувшин в левой руке. Вижу маленького человека, который будет пытаться вам все испортить, как помешать, испортить. Мало того, этот маленький человек, он дружит с большой змеей. То есть за вашей спиной, да, этот человек дружит с вашим недоброжелателем либо врагом. Человек будет путаться под ногами, человек будет вам говорить какие-то странные, неприятные вещи. Вы этого человека, пожалуйста, не слушайте и вообще не придавайте ни веса, ни значения словам этого человека. Как не то чтобы друг, а просто какой-то знакомый, знакомая, человек, с кем вы периодически встречаетесь, в ближайшие несколько дней либо часов этого человека будет прям очень много в вашей жизни. И прям как родной к вам прилипнет, либо женщина, может быть, это женщина, да, прилипнет к вам и начнет вам что-то рассказывать, там какие-то небылицы, какие-то выдумки, как сбивать вас с правильного пути. Вот, никого не слушайте, верьте только своей интуиции. И знайте, что один из вашего окружения, один человек из вашего окружения явно за вашей спиной общается с кем-то из ваших недоброжелателей либо врагов. Знаете, как доносы на вас, да? О вас собирают информацию, и, значит, вашему врагу, вашему недоброжелателю все это сообщают. Пока вы это не обнаружите, в жизни могут быть очень неприятные моменты. Вот есть человек,
Кто-то небольшой, невысокого роста, либо занимает не такую важную роль в вашей жизни, да? Человек, с кем вы периодически вот там пару слов перебросились, пообщались, либо вместе что-то делаете, да? Может, на работе работаете вместе. Общается с кем-то из ваших недоброжелателей. Это вы должны знать. Паруса есть, а вот лодки пока нет. К чему-то вы будете готовиться, к чему-то хорошему. Несмотря на то, что лодки пока нет, но паруса нужно подготовить. Да? И будьте внимательны именно в мелочах, с деталями будьте внимательны. С левой стороны кто-то сделает шаг в вашу жизнь, кто-то, кто давно к вам присматривался. У одних отыграется, это связано с работой, у других отыграется, это связано с личной жизнью, но у третьих, например, там, с деловыми контактами, дружескими контактами. Вижу человека, кто делает шаг в вашу жизнь. Если честно, эта ситуация вас застанет врасплох. Я так понимаю, что вы, может быть, и хотите что-то поменять в своей жизни, но пока еще к этому не готовы. А шаг этого человека — это как принуждение к тому, чтобы жизнь ваша поменялась. Человека этого не бойтесь, человек этот хороший. Ну, если сравнивать с другими, то даже очень хороший. Но человек сам себе на уме. Человек не будет перед вами прям целиком и полностью раскрываться, да, там ни душу, ни сердце сразу не раскроет. Как-то поверхностно, да, поверхностно у вас все происходит. Но человек делает шаг к сближению с вами. Плохого в этом нет, но и ясности тоже как-то маловато. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но опять же человек неплохой. Хотя немножко мутным будет вам казаться. Кто-то очень крепко напился, напьется, скорее всего, напьется. Либо сейчас человек уже напился, и в таком состоянии человек не способен что-то сделать. Ну, например, даже банально там, позвонить вам не может человек. Вот прям пьяный, телефон, глаза не видят, да, руки не держат. А вы, например, нервничаете из-за этого человека. Либо человек вам что-то пообещал, должен для вас сделать, но при этом человек напьется и будет не в состоянии сделать обещанное. Вот здесь именно как алкоголь губит этого человека, чрезмерное употребление. Вот. Вы не нервничаете, с человеком все хорошо, просто вот алкоголь его подвел, да, неумение пить, либо чрезмерное употребление. Какой-то неприятный момент у вас тут. Но неприятно, потому что вы нервничаете, вы переживаете за этого человека, да, где, что случилось, может быть, какая-то беда у этого человека. Нет, просто пьяненький. Сейчас либо будет пьяненький. В таком ключе. Мужчина вас очень сильно приревнует. Только этот мужчина не ваш. Это чей-то чужой мужчина, но ревновать он будет именно вас. Кому-то приревнует. Будет вести себя очень некрасиво, давайте мягко скажем, некрасиво. Человек может как-то грубо с вами разговаривать, человек может как-то наехать даже на вас. Да, вы такая в шоке, с чего это вы на меня наезжаете, уважаемый. Это на работе может случиться, это может случиться по соседству, это может случиться даже в общем кругу знакомых людей. Такое странное поведение, я вам говорю, это ревность. Человек вас ревнует. В силу обстоятельств о своих чувствах он сказать не может. Претендовать на вас он тоже не может, потому что либо вы замужем, либо он женат, но вот прям приревнует очень сильно и не сможет это сдержать. Да, вот какую-то грубость себе позволит. Значит, вы на него не обижайтесь. Грубость — это продиктовано ревностью. Ну вот как-то так, девчонки. С правой стороны важный разговор и конкретное обещание, либо даже клятва. С кем-то вы будете говорить, вам там что-то пообещают, либо в чем-то вам поклянутся. Человеку можно довериться, да вы и сами это прекрасно поймете, и вы будете очень довольны этим разговором. Прям по сердцу вам придется этот разговор. Будете считать, что вам очень повезло. Либо вот мне так хорошо, да, мне пообещали. То, что обещано, будет точно выполнено. Даже перевыполнено у кого-то отыграется. Да? Человек настолько постарается, что перевыполнит свое обещание, либо свою клятву. Это может быть как и в личной жизни, так и, например, там, в деловом общении, в деловых контактах. То, чего вы так сильно ждете,
немножко задерживается в пути. Здесь, скорее всего, по чьей-то невнимательности, либо по халатности, да, задерживается то, чего вы так сильно ждете. Задержится не сильно, пару часов, либо пару дней. Но по итогу я вижу, что все будет хорошо. Берегите свою нервную систему. Вы такой впечатлительный человек, как что сразу начинаете нервничать. А это очень пагубно отражается на вашем здоровье. Вот, будьте более терпимее и понимаете, что жизнь, она ведь полна всяким форс-мажором. И ничего с этим не поделаешь. Да? Люди не роботы, и все бывает. Я не вижу злого умысла, я вижу безответственное поведение, либо халатное поведение. Вот такое я вижу. Ну, человек потом все исправит, просто задержка произойдет. Вот и все. Лодочка в горизонт стала, плыть не может, хотя лодочка очень крепкая. Скорее всего, вы наметили себе какую-то поездку, должны куда-то пойти, поехать. В горизонт становится лодка. Будете менять, переносить, либо в принципе откажетесь от этой идеи. С правой стороны, значит, опять же, послушайте свою интуицию и сделайте ровно так, как она вам говорит. То есть поездка, может быть, это ни к чему. То есть вы потеряли время. Либо ехать-то не обязательно. Да, окажется, что ехать не обязательно. В общем, сэкономите вы тут время и силы. Опять же, сами себе не сможете объяснить, почему я отказалась от поездки, либо пойти к кому-то куда-то. Да? Эта интуиция вам помогает, экономит время и силы для вас. Вижу, что люди будут собираться, много голов. В каком-то одном месте собираются люди. Здесь какой-то повод, какая-то причина. Не просто так люди собираются. Какие-то важные вопросы будут решаться либо обсуждаться. Вы будете одним из участников, да, вот этой небольшой группы людей. Неожиданно для себя найдете там поддержку. Причем от совершенно незнакомого человека, либо малознакомого человека. Это женщина будет. Женщина прям на вашу сторону станет, в каких-то мыслях с вами согласится, за вас словечко замолвит. В принципе, неплохо, очень даже неплохо. Хорошая женщина, да и вы очень хороший человек, как найдете друг друга, встретите. А здесь встреча с завистливым человеком, причем лицом к лицу встретитесь. Человек будет вас очень сильно расспрашивать. Как твои дела, что у тебя в жизни, что ты делаешь, куда ты идешь, чем ты занимаешься, как там семья, дети. В общем, все на свете будет расспрашивать. Вы, пожалуйста, молчите, либо общими фразами отвечаете. Человек невероятно завистливый, и обычно после встречи с этим человеком у вас в жизни всегда какая-нибудь неприятность происходит, либо задуманное не исполняется. Вот в очередной раз происходит такая встреча, и вам важно именно молчать. Вот как бы вас там не расспрашивали, не пытали, даже не провоцировали, да, на какие-то ответы, все равно лучше молчите. Молчите и сами лучше спрашивайте, да? Можете на опережение работать. То есть вы встречаете этого человека, который вас вечно расспрашивает, и начинаете вот как тараторка, да? А ты как? А как дети? А как пятое, десятое, да? Не давайте слова вставить. Встреча идет. Прям как из-под земли этот человек вырастет. А у кого-то еще отыграется, что вы выходите из дома и думаете, хоть бы не встретить этого человека. И тут, пум, пожалуйста, вот она, либо вот он. Да, надо как-то вам по-хитрому, либо, опять же, расспрашивать, да, не давать человеку вставить слово. Мужчину мне показывают. Мужчина худенький. Либо у него такая конституция тела, строение, да, худенький, либо он болел. Человек болел, там плохо себя чувствовал. Я вижу, что мужчина на ноги становится. Это первый момент. А второй момент. У мужчины появляется к чему-то интерес. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что интерес к вам. А у других, что к работе у него интерес. У третьих, там, к бизнесу, да, к чему-то интерес появляется. Но вы на этого человека смотрите и улыбаетесь. То есть вам приятно, что этот человек возвращается к нормальной жизни, либо идет на поправку, лучше себя начинает чувствовать. Но если у него интерес к вам просыпается, ну прям совсем прекрасно себя ощущаете. С правой стороны кто-то большой и очень сильный машет вам рукой.
такой знак приветствия, да, человек вас рад видеть, либо обрадуется вам. Большой и сильный, это может быть и мужчина, и женщина. Большой и сильный также может означать, что человек занимает высокую должность, высокий пост. Этот человек вам обрадуется, либо будет вами доволен. Человек вас может хвалить, человек вам что-то может даже предлагать. Очень неожиданно, но очень приятно это все будет для вас. Так, еще вижу женщину, которая просто вот как оголделая ворвется к вам в жизнь, либо лично придет, либо такой, знаете, тревожный звонок произойдет от этой женщины. Она с вами какой-то очень скандальной информацией поделится. Но вы будете довольны вот тем, что вы услышите. Информация о ком-то, о том, что где-то что-то происходит, с кем-то происходит. Будете прям с любопытством ее расспрашивать обо всех подробностях. Вижу, что вы очень долго будете о чем-то говорить, что-то будете долго обсуждать. Но вы будете абсолютно довольны тем, что вы слышите. Прям понравится вам эта информация. Так, здесь люди у меня стоят как будто бы в очереди и ждут, чего-то ждут. Вот выстроились в ряд, да, друг за другом и чего-то ждут. Очередь двигается очень медленно. И вижу, что вы в этой очереди где-то вот посерединке находитесь. Пока очередь до вас не дошла. Но это не значит, что вам нужно выйти из этой очереди. Оставайтесь на том же месте, где есть. В прямом смысле слова вы окажетесь в очереди. Может быть, вас где-то в очередь поставили. Ни в коем случае не нервничайте, из этой очереди не выходите. Вот как бы вы там ни были обижены, раздосадованы, там, не хотите стоять и ждать, дождитесь своего часа. Дождитесь, пока придет ваша очередь. Это очень важно. Важно даже не на ближайшие часы и дни, а важно на вашу дальнейшую жизнь и судьбу. Вы должны выстоять и дождаться этой своей очереди. Это очень-очень важно. Чего бы ни касалась эта очередь, как бы она ни проходила. Физически, да, либо онлайн, дождитесь, не выходите. Мужчина женщину радует каким-то небольшим подарком, приятным подарком, без всякого повода, без всякого случая. У вас такие мысли: почему ты даришь мне подарок? Да? А что случилось? Что ты натворил? А я вам так скажу, ему просто захотелось романтики, ему просто захотелось вас порадовать. Примите этот подарок и ни о чем дурном не думайте. Там нет задних мыслей, там только лишь позитивные мысли в вашу сторону, очень романтичные, очень позитивные. Ну, от всей души вам подарок подарит этот мужчина. И еще вижу, что кто-то из вас какую-то странную, непонятную вещь найдет. Причем где-то в своих вещах, в собственном доме, на своем рабочем месте, может быть, даже в личном автомобиле. Что-то непонятное, странное, ни на что не похожее. Вещь эту руками голыми, пожалуйста, не берите. Очень похожа на подклад. Эта вещь завистью фонтанирует и злобой. То есть, скорее всего, может, даже крадник хотели вам сделать, но либо не мастер делал, либо человек там в интернете начитался, да, и решил такой: сейчас я сделаю. Руками все равно не берите, потому что много зависти и злобы на этой вещи. Чем-нибудь, на что-нибудь, и желательно, конечно, сжечь, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, то несите туда, где люди не ходят, и прикопайте в земле. Но руками ни в коем случае не берите. И на вопрос, кто это сделала женщина. И я вам так скажу. В следующий раз, когда вы эту женщину увидите, она будет задавать вам странные вопросы. Ну, в плане того, а все ли у тебя хорошо, ничего там странного с тобой не происходило. То есть она сама себя выдаст, да, что она вам вот эту гадость подкинула. А вы делаете вид, что вы не понимаете, о чем она говорит. Ни в коем случае ей не признавайтесь. Пусть она успокоится, думает, что этот ее подклад, крадник работает. По крайней мере, на какое-то время она вас в покое оставит. Да, и всякие подозрительные вещи лучше голыми руками не брать. Прям совсем не брать. И никому не позволять прикасаться. Это не у всех отыграется, но у кого отыграется, ни в коем случае руками не брать. Ни в коем случае. Никому не позволяйте к этому прикасаться. Ни человеку, ни животному. Так, чуть выше.
Какие-то странные сплетни до вас дойдут. Сплетни о том, что какой-то мужчина испытывает к вам очень романтические чувства. Это не сплетни, это правда. Это правда. Что вам с этим делать? Ну, я думаю, вы сами решите. Но то, что вы услышите, как-то в шутку это все будет сказано, но на самом деле это правда. Да, действительно, есть мужчина, который испытывает к вам очень сильные романтические чувства. Кстати, возможно, вот этот, который будет вас ревновать, возможно, о нем вы услышите. Да, действительно любит, либо влюблен, там, желает, тянется, но пока не проявляется. А кто-то глазастый уже это все увидел, и, значит, все это переработал, да, и распустил в виде сплетен. В самом венце кошка душит крысу. Это два не очень хороших человека, я бы даже сказала, очень плохих человека по отношению к вам, между собой будут ссориться. Вы, возможно, об этом узнаете чуть позже, но, во-первых, вы будете ощущать, что что-то происходит, и, во-вторых, вот этих недобрых людей вы в ближайшее время видеть не будете. Если у вас возникнет вопрос, где они, что они делают, чем занимаются, промышляют, они с друг другом очень сильно ссорятся и выясняют отношения. И я вам так скажу, для вас их конфликт обернется большим благом. Вы это все узнаете, вы это все поймете, но чуть попозже, где-то там в течение, может быть, 70 дней. Да, все это прояснится, вы обо всем узнаете. От конфликта кошки с крысой вам приятный позитивный эффект, вот точно обеспечен. Больших подробностей я вам не скажу, но время придет, вы сами обо всем узнаете. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.